ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ольховика Евгения Николаевича, 14.02.1955 года рождения, уроженцем города Москвы, гражданина Российской Федерации, работающего управляющим директором компании «Ренова», ранее несудимого. 2.09.2016 года возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 291 УК Российской Федерации по факту дачи руководителями ЗАО «Комплексные энергетические системы», далее по тексту ЗАО КЭС, Слободиным, Ольховиком, Вайнзихером и иными неустановленными лицами взятки высшим должностным лицам Республики Коми. Инкриминируемое событие преступления имело место быть на территории Сыктывкара и Москвы в период с 2007 года по 2014 год. В ходе проведения обысков, как следует из объяснения следователя, защитника и подозреваемого, были обнаружены многочисленные предметы и документы, имеющие значение для расследования данного уголовного дела. При этом в настоящее время на данной стадии расследования еще не все возможные доказательства получены и изъяты, в связи с чем, находясь на более мягкой мере пресечения, чем заключение под стражу, у Ольховика будет возможность предпринять меры по их сокрытию или уничтожению. Вышеизложенные обстоятельства считаем исключительными, дающими основания избрать меру пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому Ольховику. Не вместе с тем, несмотря на то, что подозреваемый имеет место работы, постоянное место жительства и регистрации на территории Российской Федерации, женат, учитывая его здоровье, возраст, социальное положение, характеристики личности подозреваемого, в том числе положительные характеристики, представленные стороной защиты в судебном заседании, ранее несудимого, оснований для отказа в удовлетворении заявленных ходатайств не имеется. Иная мера пресечения, в том числе домашний арест, залог, предложенный стороной защиты в размере 280 миллионов рублей, личное поручительство, подписка о невыезде и надлежащем поведении, по мнению суда, не может быть надежной гарантией правомерного и надлежащего поведения подозреваемого на первоначальной стадии расследования. Сведения о том, что Ольховик не может содержаться под стражей по состоянию здоровья, суду не представлено. Задержание Ольховика в порядке статьи 91-92 УПК РФ суд признает законным и обоснованным, поскольку к этому имелись предусмотренные законом основания. Порядок задержания был также соблюден. Указание на то, что подозреваемый был ограничен в передвижении в ходе проводимых обысков намного раньше, чем указано во времени задержание подозревания, не указывает на незаконность его задержания. Руководствуясь статьей 108 УПК РФ постановил избрать в отношении подозреваемого Ольховика Евгения Николаевича, 14.02.1955 года рождения, меру пресечения в виде заключения под стражей на срок 2 месяца, то есть по 05 ноября 2016 года включительно. Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Коми через Сыктывкарский городской суд Республики Коми в течение 3 суток со дня его вынесения. В случае подачи апелляционной жалобы подозреваемый вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении жалобы на постановление суда о продлении срока содержания под стражей судом апелляционной инстанции и в тот же срок со дня получения апелляционной жалобы или апелляционного представления, затрагивающего его интересы. Подозреваемому Ольховику Евгению Николаевичу постановление понятно? Да. Сроки обжалования ясны? Да. Судебное заседание является закрытым. Копия постановления вам будет вручена немедленно. До свидания. Решение будете обжаловать? Да. Не согласны решением? Согласны.